Первая неделя лета подошла к концу так же быстро, как и пролетели выходные. На канале БСТ время подводить итоги. Сделаем это вместе. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. 3000 новых рабочих мест и 82 миллиарда инвестиций. Движение на 7 позиций вверх – это достаточно серьезный шаг, это хорошая и серьезная работа. Вагоноремонтный завод, агрологистический центр, солнечная и даже атомная электростанция. Итоги Петербургского экономического форума. Регион в 20-ке лучших для ведения бизнеса. 30 лет трагедии по Тулу-Телякам. Все больницы исходили, морги, но наших не нашли. Смывшие в воздух вагоны и сотни сгоревших заживо. Железнодорожная катастрофа века, объединившая нитью памяти 9 союзных республик. Смерть роковая, но не случайная. То тонут, то горят, то падают. И никак не получается уроком. Детский лагерь, где погиб 15-летний подросток, признали опасным для отдыха. Душа живая, а мозг, похоже, нет. Нет, Киселева здесь не проживает, здесь живет живая женщина Людмила. В Уфе женщина решила избавиться от коммунальных долгов, объявив себя живорожденной. И выпускной в центре спасения. Выходи. Жизнь на свободе длинноногой Зиты. Вскормленная Людмила Сиха не хочет покидать родные стены, как и моралы, которым пора выселяться. Итак, свыше 80 миллиардов рублей инвестиций привлекут в Башкортостан. На такую сумму делегация республики подписала соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Власти региона договорились с бизнесом о создании в Уфе крупнейшего в стране вагоноремонтного завода и почтового логистического центра. Чтобы ликвидировать дефицит энергомощностей, в Башкортостане построят еще 3 солнечные электростанции. А Росатом в Зауралье уже в скором времени может возвести даже малую атомную станцию. И это лишь малая часть того, что появится в регионе по итогам питерских переговоров. Подробности у нашего экономического обозревателя Равиля Ватолина. Тысячи участников и десятки презентационных стендов, поражающих воображение. Петербургский экспофорум на этой неделе превратился в мировой финансовый центр. Акулы бизнеса, владельцы крупнейших корпораций, главы регионов съезжаются сюда с одной целью – найти партнеров, чтобы реализовать самые смелые инвестиционные проекты. Башкортостан. Уфа есть. Так, крупнейшая в стране транспортно-логистическая компания Railgo уже в этом году начнет в Уфе строительство вагонно-ремонтного завода. Трудоустроить здесь планируют 250 человек. В его возведение вложат свыше 20 миллиардов рублей. Предприятие будет обслуживать нефтеналивные составы из многих субъектов страны. Развитие начинается уже в этом году. И есть 2 проекта, которые мы ведем сейчас переговоры. Тоже запуск это 2020 год уже. Мы в ближайшее время будем развивать, видим взаимопонимание с регионом, и мы хотим развиваться в этом регионе. Обсуждали на форуме использование альтернативных источников энергии. Республика тут несомненный лидер. Эксперты приводили в пример 3 солнечные электростанции, что уже действуют в регионе. При этом власти заключили новые соглашения о строительстве очередных объектов. Компания «Солар» возведет СЭС мощностью в 25 мегаватт в Стерлибашевском районе. А вот корпорация «ХВЛ» в ближайшее время запустит еще 2 в Бурзянском. Будет самая большая в России гибридная станция, мощность 10 мегаватт вместе с 10 мегаватт-часами аккумуляторов. Пока у нас общий объем финансирования по всем проектам, включая Бурзян, больше 6 миллиардов рублей. Несмотря на рост альтернативных источников, только в Зауралье дефицит энергомощностей оценивается в 500 мегаватт. И закрыть его только солнечной и ветровой энергией вряд ли получится. Власти республики подписали соглашение с корпорацией «Росатом», специалисты которой готовы начать строительство малой АЭС. «Росатом» заинтересован даже в том, чтобы на территории республики размещать свои пилотные проекты. Вот это малая и атомная генерация. Вот это вообще практически весь спектр генерирующих мощностей. Нарастит объемы производства в ближайшее время и Нефтекамский автозавод. На встрече с Радием Хабировым гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин подтвердил, автогигант продолжит развитие Нефаза. В этом году оборот предприятия превысит 20 миллиардов. Это плюс 33% по сравнению с прошлогодними показателями. Наши планы 1200 автобусов плюс 160 электробусов. То есть вот это очень серьезный рост. Мы уверены, что Нефтекамск в этом году должен перевалить за отметку 20 миллиардов. И очень серьезное уже производство даже в масштабах КАМАЗа.
На нашем стенде делегация Башкортостана подписала и важное соглашение с Фондом развития моногородов. Касается оно льготного кредитования резидентов 5 городов, имеющих статус ТАССР. Предприниматели этих территорий смогут оформлять крупные займы на беспроцентной основе. Первый, кстати, получит Кумертауский элеватор. Уже в ближайшие дни компании одобрили суду в 250 миллионов рублей сроком до 7 лет. Это первый займ на территории Республики Башкортостан. Мы это приветствуем и хотим, чтобы хотя бы по одному проекту с каждого города республики такие заявки предоставили. Я полагаю, что, учитывая все-таки, что наши мэры довольно активные все ребята, я полагаю, что быстро побежит, и мы к вам придем с очередными предложениями и очень надеемся на поддержку и дальше. А мы к вам приедем и дополнительно с бизнесом это все обсудим. Значительно увеличит свое присутствие в регионе и Почта России. Госкомпания построит в Уфе огромный логистический центр, работу в котором смогут найти свыше 1000 человек. Ежедневно здесь будут принимать и обрабатывать десятки тысяч посылок из Азии, которые затем будут отправлять в соседние регионы. В строительство вложат 1,5 миллиарда рублей. Открытие центра значительно сократит сроки доставки и увеличит налоговые отчисления в бюджет. Решение о строительстве этого центра уже принято. Сейчас мы находимся на стадии выбора земельного участка, и здесь идет активное взаимодействие с руководством региона. Ключевым событием Петербургского форума стало по традиции подведение итогов национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах. В этом году республика значительно улучшила показатель, поднявшись в списке сразу на 7 пунктов, с 23-го места переместившись на 16-ю строчку. Таким образом, регион вошел в первую двадцатку субъектов, где легче всего вести бизнес. Для того, чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать. А для того, чтобы двигаться вперед, надо еще быстрее бежать. И это достаточно серьезно, потому что все остальные тоже двигались. И на 7 позиций это надо было еще и побыстрее, чем они двигались, обогнать и подняться. За 2 дня делегация республики провела десятки переговоров не только с бизнесом. Перспективы сотрудничества Ради Хабиров обсудила и с главами других субъектов. На встрече с делегацией Татарстана стороны договорились нарастить взаимную торговлю и еще раз обозначили, что сотрудничество надо наращивать и в культурной и социальной сферах. Подводя итоги работы делегации, Ради Хабиров отметил, что бизнес заинтересован в контактах с республикой и нужно четко отрабатывать все запросы, помогая предпринимателям закрепиться у нас надолго. Вот те цифры, которые, это не просто цифры, которые здесь родились из воздуха и некий такой эфемерный характер носят. Все это было подготовлено заранее. Отношение к нам очень ровное, очень спокойное. Это видно, очень уважительно к нашей республике, прежде всего к ее потенциалу, к народу. Поэтому нам работается здесь комфортно и уверенно. Вообще для Башкортостана участие в Петербургском международном экономическом форуме оказалось более чем плодотворным. Республика заключила 20 соглашений на рекордную сумму – более 80 миллиардов рублей. В прошлом году сумма была в 2 раза ниже. Если посмотреть в разрезе рабочих мест, то их у нас будет создано около 3000. При этом те инвестпроекты, которые представляли бизнесмены, находятся в высокой степени готовности, то есть будут реализованы уже в самой ближайшей перспективе. Равиль Ватолин, Артур Ханов. Итоги недели. Санкт-Петербург. Золото под ногами. Прямо с трапа питерского самолета Ради Хабиров отправился с рабочей поездкой в Баймак, где посетил Таналыкское месторождение. Визит на предприятие запланировали из-за многочисленных обращений граждан, которые зафиксировала система «Инцидент». По словам местных, деятельность золотодобытчиков негативно влияет на окружающую среду и способствует обмелению реки Таналык. Руководство месторождения тем временем заверило, они не используют никаких химических веществ и соблюдают природоохранное законодательство. Что касается рекультивации, то в полном объеме она будет выполнена после окончания лицензии в 2021 году, а сейчас проводится лишь частично. В инциденте она фонила, как вот по обращению населения, что вот русло реки Таналык запружено и так далее, вот экологический вред. Экологический вред не нанесен. Просто-напросто сегодня вот эта очистка реки, русла реки Таналык, она уже актуальна. Вот на сегодняшний день... Это отдельно обсудим тогда, да, потому что это надо через федеральную программу. Да, через федеральную программу. Руководитель республики посетил и долгострой города. Один из них – стадион «Труд», возведение которого началось 6 лет назад. Но в эксплуатацию он так и не был введен. В стадион было вложено 80 миллионов рублей, но объект простаивает, периодически подвергаясь нападениям вандалов. Его сделали, не сдали в эксплуатацию. Суды с подрядчиком, непонятная история, тоже будем разбираться. Но его надо сейчас перепланировать, вернее перепроектировать, доделать по уму и, соответственно, отдать детям опять же. Вот мы договорились, что 2 объекта, вот конториум и вот этот объект, до момента, когда они закончат, приходит глава ко мне, и мы обсуждаем этапы финансирования уже стройки.
Боль потери, не стертая временем, на этой неделе исполнилось 30 лет самой масштабной железнодорожной катастрофе в России. Ее называют трагедией под Улу-Теляком или Ашинской трагедией. 2 поезда взлетели в воздух из-за взрыва скопившегося газа. 650 человек погибли в огненном котле, тела превращались в пепел. На мемориале в Иглинском районе прошла памятная служба. Поезд «Память» прибыл сюда с родственниками погибших. Рассказы очевидцев и близких жертв катастрофы в материале Анастасии Эльчебаевой. Минуты молчания и тиканье часов словно специально разрывает проезжающий мимо поезд. Так же, как 30 лет назад здесь, на 1710-м километре магистрали, разорвалась их жизнь на до и после. И каждый год они, держа в руках черно-белые фотографии, роняют на них слезы. Из-за поразительного сходства лиц невольно угадываешь родство. Мать, потерявшая дочь, сестра, переехавшая почти память брата, сын в руках плачущей матери. И на вопрос, лечит ли время, у всех один ответ. Нет. Обстоятельств. 2 пассажирских поезда, Новосибирск-Адлер, 212. Особенно, когда сюда приезжаешь. И даже вот 30 лет, кажется, не верится, что прошло 30 лет. В 1989-м кто-то из них только проводил близких, а кто-то уже дожидался возвращения. 2 поезда. Одни ехали с отдыха, вторые лишь направлялись на курорт в Адлер. Рельеф местности оказался таким, что вышедший из прорванной трубы газ скопился именно вблизи ЖД-путей, в низине. На этих кадрах машинист поезда Адлер-Новосибирск Виктор Безверхий. В той трагедии, несмотря на многочисленные ожоги, ему удалось выжить. Напарник же, находившийся рядом, погиб на месте. Запах газа, рассказывает мужчина, они почувствовали еще на подъезде к месту будущего взрыва. Задыхаться начали, тяжело дышать было. И вот когда увидели вот через это место на высоту до контактного провода и от земли, вот как бы шлейф такой неприятно зеленого цвета, изобутан, это мне взрывники объяснили. При концентрации 1,13 становится гремучей смесью. Вот в этот момент произошел взрыв по хвостам. Взрыв произошел в тот момент, когда 2 поезда почти разъехались. 3 июня, 23:15 по Москве. Время и дата навсегда выжжены в их памяти. Взрыв был всего на четверть слабее американской атомной бомбы в Хиросиме. На помощь тогда первыми пришли местные жители. Крики, стоны, вагоны отброшены на несколько метров. В общем, страшная картина. И самое страшное было то, что видели, что люди там в вагонах, но подойти к ним невозможно, потому что вагоны раскалены, они прямо там как живые факелы по вагонам бегают. Говорит, несешь человека от кости мясо, ну вот пятки, говорит, много они там таскали, пришел. Весь все с тебя отдавали, говорит, снимали. Так он вот мясо долго он не ел. Говорит, вообще не мог. Потому что все горело им это, пахло. Пострадавших доставляли на вертолетах. Первые 3 суток врачи работали практически не выходя из больницы. Но самое-то интересное, что придя домой, я не мог уснуть. Сочувствие, которое тогда было этим людям, оно было безграничным. Мы готовы были там провести и всю оставшуюся жизнь, лишь бы как-то им помочь. Сложнее всего это было смотреть на женщин и детей. Первое впечатление, когда прибыл первый транспорт и стали их завозить в приемный покой 6-й больницы, было, что это представители арабских стран, поскольку волосы были кучерявые, сами они были очень черные. К эвакуации раненых привлекали студентов. Ради Хабиров тогда заканчивал юрфак БГУ. Вместе с другими добровольцами работал на месте трагедии. Теперь уже у руководителя региона родные погибших просят добиться для мемориала федерального статуса. Самое печальное, если бы вот начнут строительство, подгонят бульдозера и просто сравняют это дело. Никому это не позволим, не переживайте. Вам же важно, чтобы здесь порядок, и это на века, правильно? Вот на века. Когда звонили в милицию, вспоминают очевидцы, сотрудники не верили, мол, успокойтесь, такого не может быть. Оказалось, может. Почти 650 погибших, из них около 200 дети. Вагоны под завязку, школьники, мечтавшие увидеть море или, наконец, поделиться с родителями впечатлениями, солдаты-срочники, отсчитывающие секунды до встречи. Осталось немного, всего 24 месяца, 1 051 200 минут, 63 миллиона 72
1000 секунд. Потертый, пожелтевший от времени листок, письмо сына. Бумага уже обветшала, а вот память матери не тускнеет. 1000 раз она вчитывалась в эти буквы и цифры, прикладывала руку к его обведенной ладони. Фотографии и письма – все, что осталось от 21-летнего Дамира Фазылова. 46 километров до дома оставалось ехать всего. Очень мало. Искали, и сюда приезжали, и по всем больницам города Уфы, и Виглино, куда только. Около 10 дней мы искали, но тело мы не нашли. 327 погибших так и не были опознаны. Мемориал стал братской могилой. Урны с прахом захоронили в нише возле памятника. Сейчас над ними растут цветы. В 89-м, в начале июня, стояла невыносимая жара. А последние несколько лет, говорят родственники погибших, 4 числа небо плачет вместе с ними. В 2 поездах были пассажиры из 40 областей. И каждый год, почти в память, родные жертв катастрофы возвращаются домой, в разные уголки России. Но всех их связывает словно нить, жгучая боль, потери. Анастасия Ильчебаева, Анас Валиуллин, Эдуард Гайнанов. Итоги недели. Трагедия под Улу-Теляком, посвященный специальный репортаж Максима Окунева. Он выйдет в эфир сразу после итогов недели. Не пропустите. 250 человек пришлось эвакуировать из школы села Талбазы из-за ураганного ветра, который сорвал крышу. Пока ее чинят, летний лагерь временно переехал в другое здание. Между тем, в 4 миллиона рублей предварительно оценен ущерб от непогоды в Альшеевском районе. Ветер был такой силы, что буквально сносил с ног. Пыльные бури уничтожили 600 гектаров сахарной свеклы. Сейчас поля напоминают барханы в пустыне, они покрыты плотной сыпучей землей. А вот в Куйыргазах посевы зерновых и подсолнечника побил крупный град. Уже видно, что процентов 15-20 от урожая уже потерян, потому что, вот, как я вам показал, что стебли изломаны, он уже не пойдет. То есть точка роста оторвана, стебель сломанный, все, подсолнечник уже не отойдет. На кадрах фермер набирает целую горсть ледяных осадков. Местами разрушительный град оставил после себя лишь голый чернозем. Сейчас выявляют хозяйства, которые пострадали от последствий непогоды, и оценивают ущерб сельхозпроизводителей. Поля придется пересеивать, а это дополнительные затраты. Башкарт, Алга или Тета. Жители Башкортостана выбирают название единой транспортной карты. Она заработает с 1 июля на маршрутах городского общественного транспорта и пригородного сообщения в Уфе, Стерлитамаке и в Салавате. А после и во всех крупных городах республики, в том числе и у частных перевозчиков. Как она будет работать, кто контролирует их обороты, что делать, если карту потерял. Вот об этом поговорим прямо сейчас. Гость студии — председатель Госкомитета Республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухамедьянов. Тимур Рафисович, здравствуйте. Добрый вечер, Эльвина. Итак, определились ли уже с названием, когда заканчивается голосование, кто в лидерах? Изучив опыт работы крупных и успешных регионов, Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, мы с 1 июля действительно в республике запускаем свою транспортную карту, которая будет интегрирована в автоматизированную систему оплаты проезда, которая будет давать возможность пассажиру как экономить, так и пользоваться мультимодальной транспортной системой. Ну, что значит? Купил карту и можешь кататься с ней на автобусе, на трамвае, на троллейбусе, не задумываясь, есть ли мелочь в кармане, да? Именно так. Тут, наверное, два преимущества у карты будет, в том смысле, что это в первую очередь касается Уфы. С июля планируется внедрить в том числе и часовые, месячные, трехмесячные, полугодовые, годовые тарифы, которые будут позволять использовать карту в двух вариациях. Первое — это электронный кошелек, так как мы сейчас используем карту, то есть ты оплачиваешь одну поездку у кондуктора. Вторая возможность — это, приложив карту к терминалу, ты пользуешься неограниченным количеством поездок в неограниченном количестве автобусов или иных видов транспортных средств, в том числе и в мультимодальном формате. Имеется в виду, что это различные транспортные средства. Это в первую очередь касается Уфу, это удобство для пассажира. Например, пассажир, если он выезжает из Зинина или на Нагаева и пользуется различными видами автобусов или троллейбусов и трамваев, используя вот так называемый часовой тариф, сможет сэкономить существенно. Безусловно, сэкономить. Главное, чтобы не было пробок, и за час все-таки успели пересесть и добраться.
Да, уже к настоящему времени около 1900 автобусов по республике в целом оснащены соответствующими терминалами. До конца года планируется дооснастить еще около 4200 автобусов. Как будет контролироваться, оплатил ли пассажир, кондукторы останутся ли? Я так понимаю, что от турникетов уже отказались. Я, наверное, вот отвечу на этот самый главный вопрос. Турникетов не будет. Еще раз повторю, турникетов не будет. На первом этапе действительно сохранится система работы с кондуктором. В большом автобусе от 1 до 3 терминалов. В среднем автобусе это вот так называемые газвекторы, которые мы сегодня активно ставим на рынок. 1 терминал на входе в автобус. И автобусы малого класса, это газели, форды, то же самое терминал. То есть пассажир при входе в автобус прикладывает карточку к терминалу, его поездка засчитывается, значит, списывается средства с его транспортной карты, и он, соответственно, дальше пользуется автобусом. Сегодня по линии Башавтотранса запланировано закупить практически 600 автобусов всех видов класса, и большого, и среднего, и малого. И основная партия автобусов планируется, что поступит до конца лета, до конца августа. Мы основные магистральные улицы очищаем от автобусов малого, среднего класса, в первую очередь для удобства пассажиров. Это будут магистральные линии, где будут стоять только большие автобусы. И малый и средний класс уходят, соответственно, на периферийное сообщение с основными магистралями по Уфе. И также в этом контексте планируется соединить основные центры муниципальных образований с городом Уфой в соответствии с поручением, которое стоит перед Гострансом, поставленное Ради Фаридовичем Хабировым. И отмечу, что с 1 июля также мы начнем работу по единому брендированию всех транспортных средств. Презентация будет подготовлена и представлена главе республики. Как будут выглядеть автобусы? Можете раскрыть секрет? В какие цвета все-таки будем красить? Очень красиво будут выглядеть автобусы. Они будут оформлены в башкирском стиле, увидите завтра. И как раз завтра же состоится подведение итогов уже конкурса на название транспортной карты. И я отмечу, наверное, 3 лидеров сегодня есть. Это Башкарт, это Алга и ТАТ. И завтра эти 3 варианта будут предложены главе. Вы за какой вариант голосовали? Наверное, я воздержусь от комментариев. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. Ну что ж, ждать осталось уже недолго. Новый брендбук общественного транспорта, карты, а вместе с тем ее название презентуют уже завтра. Детский отдых летом, довериться базам отдыха или оставить ребенка дома, что безопаснее, в республике свыше сотни загородных лагерей. Многие из них – это наследие Советского Союза со старыми постройками, которые опасны для жизни. Так, на неделе на территории базы отдыха «Чайка» в Бирском районе погиб подросток. На 15-летнего мальчика упал флагшток. Кто виноват в случившемся, разбирается следствие. Также создана специальная комиссия при Министерстве образования, которая уже выявила массу других нарушений. Здесь у нас не очищено, это все сейчас зальется, а вот здесь ограждения нет. Пусть невысокого, но должно быть ограждение. Заброшенный бассейн как место для пряток, неогороженное озеро, словно приглашение искупаться, а старое хозяйственное помещение вполне подойдет для штаба в детской игре. Правда, стекла на окнах разбиты, а с крыши свисает огромный острый шпиль. Постройки на территории лагеря сейчас идеально подходят для проведения приключенческого квеста, нежели для безопасного отдыха детей. 3 момента, которые мы здесь увидели, это оградить береговую линию, значит, поставить детям какое-то ограждение. Второй момент, вот это вот неработающий бассейн, его законсервировать, закрыть, вывести, значит, металлолом, который находится рядом с этим бассейном, за пределы, значит, лагеря. Готовить лагеря надо для детского отдыха, никто, но каждый год в каком-то регионе России вот так получается. То тонут, то горят, то падают. И никак не получается уроком. А я думаю, жадность тех, кто хотят заработать. 2 недели назад в лагере уже была проведена проверка. Только по пожарной безопасности было выявлено более 25 нарушений. Руководителя тогда привлекли к административной ответственности. Но ошибки остались. Детей воспитывает среда. Она должна быть обучающей, она должна быть безопасной, и она должна быть адаптирована к поведению детей.
Вот эти главные 3 принципа, которые мы должны выполнить. И тогда детство для детей в летний период, оно будет как раз направлено на их здоровье, на их развитие и воспитание. С проверкой специалисты из Уфы приехали в лагерь «Чайка» после случившейся трагедии. При Министерстве образования создана комиссия, которая будет заниматься расследованием смерти 15-летнего мальчика. Максим Марков погиб 3 июня. На подростка упал многометровый флагшток. Администрация лагеря ранее получала предписание о том, что опасную конструкцию нужно убрать, но демонтировали только после трагедии. Сейчас флагшток находится у следователей, это главная улика. Между труб мальчишки натягивали волейбольную сетку. По рассказам очевидцев, Максим стоял вот так, спиной к флагштоку, который стоял здесь. Сейчас место закопали и засыпали травой. Ситуацию на контроль взяла детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В ходе расследования действиям должностных лиц и другим работникам, ответственным за соблюдение требований безопасности при нахождении на территории детского лагеря, будет дана правовая оценка. Прокуратура заинтересовалась также законностью использования детского труда. Школьник бесплатно работал в лагере и надеялся трудоустроиться официально. Ребят привозили на автобусе, угощали чаем и давали задания. В тот злополучный день на территории работали 23 школьника. Немаловажный фактор, что дети могут летом действительно трудоустроиться к нам сюда. Но не факт. Как активно ребята проявят себя на подготовке, если активно будут нам помогать, посмотрят. Вот. Это своего рода мы тоже смотрим, кто может работать, кто не хочет работать. По графику первая смена в лагере «Чайка» должна была начаться 9 июня. По словам руководства базы отдыха «Путевки», после случившегося никто обратно не сдавал. Место, в котором должны отдыхать дети, готовили к открытию точно такие же несовершеннолетние ребята. Труд детей хоть и не оплачивался, но все-таки обошелся слишком дорого. Ну, не слушался, говорили же, не ходи, не слушался. Хотел показать, что он самостоятельный, что взрослый. Лилия Курбанова, Тимур Каюмов, Булат Закирьянов. Итоги недели. Ни фамилии, ни отчества, ни паспортных данных. Единственным документом она признает бумагу под названием «Афидевит». 71-летняя уфимка объявила себя живой душой и отказывается платить по долгам. Просрочка по коммунальным платежам уже превысила 200 тысяч рублей. К должнице наведались судебные приставы. Все подробности у Руслана Батаргареева. Нет, Киселева здесь не проживает, здесь живет живая женщина Людмила. Живая, а точнее даже живорожденная женщина Людмила. Так она просит себя называть. Вместо паспорта предъявляет судебным приставам 2 листа бумаги, скрепленные нитью и ее отпечатками пальцев. Так называемый афидевит. Это уведомление об авторских правах. Фото, подписи и отпечаток большого пальца правой руки. Все это, утверждает женщина, является ее авторским идентификатором и удостоверением личности. Паспорт, СНИЛС, ИНН и прочие документы уфимка требует аннулировать. Они ко мне никакого отношения не имеют, потому что я сейчас живу в естественном праве. Не в морском торговом, адмиралтейском праве. Я по закону вселенной уже живу. Все мы живые души. Нет, у тебя вообще никаких прав нет. Живые люди, нет, как она говорит. суда. Все дело, скорее всего, в нежелании рассчитываться с долгами, говорят приставы. Владельцы афидевитов, а Людмила такая не одна, отрицают не только документы, но и любые виды платежей. Они игнорируют счета, налоги и кредиты. Коммунальщикам Людмила задолжала уже более 240 тысяч рублей. Это уже второй случай в моей практике. Сталкиваюсь с такими людьми, которые не имеют при себе никаких документов, так сказать. Живут по каким-то иным законам. Полностью от всего отказываются от документов, от власти, от законов, не признают ничего абсолютно. У этого движения появляются все новые последователи. Они ведут блоги, в которых дают подробную инструкцию по созданию документа. Затем показывают свои афидевиты сотрудникам управления по вопросам миграции. Во всем этом религиовед Вадим Розенфельд видит признаки секты. Движение живых душ достаточно известное явление на сегодняшний день. Оно очень энергично распространяется по всей территории бывшего Советского Союза. Его можно отнести к так называемым политическим сектам. Там отнюдь не бабушки, там молодые, пожилые, люди средних лет, мужчины, женщины, они ведут себя крайне... Они врываются в суды, они демонстративно уничтожают документы, они провоцируют судей в первую очередь.
Это деструктивное оккультно-мистическое движение, говорит религиовед, и в нем усматриваются признаки экстремизма. Недобросовестные люди, стоящие во главе таких сообществ, манипулируют обычными гражданами, которых специалисты больше относят к жертвам. Есть люди среди них с психическими расстройствами. Есть люди, которые без психических расстройств, но которые в силу повышенной внушаемости поверили вот этим людям. Да? Поэтому кого-то нужно лечить, кого-то не нужно лечить. Но опять же, пока они не представляют опасность для себя и окружающих, только с их согласия. Только в Уфе в поле зрения судебных приставов попали около 20 должников. Именно тех, кто, называя себя живыми душами, не хотят погашать кредиты, налоги и другие платежи. Возможно, в скором времени ими заинтересуются полицейские, если в действиях так называемых живорожденных мужчин и женщин обнаружат признаки мошенничества. Руслан Батыргареев, Артур Елаев и Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Уфа. На неделе мусульмане республики отметили Ураза-Байрам, праздник, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Центром духовных празднеств стала мечеть Ляля-Тюльпан. С самого утра здесь проходила торжественная служба. Вместе с верующими аид-намаз совершил руководитель Башкортостана Ради Хабиров. Прихожане от мала до велика молились за здравие своих родных и благодарили Всевышнего за то, что он дал им сил выдержать 30-дневный пост. Все это время они должны были отказаться от еды и воды от рассвета и до заката, а это почти 20 часов в сутки. Хотя, конечно, главная суть испытания – очищение не только тела, но и души. Целый год он должен совершать дела. Пророк Мухаммад алейхиссалям говорит, по каждой косточке в теле человека каждый день должен совершать добрые дела. Это и помочь кому-нибудь, и доброе слово сказать, какое-то препятствие на дороге убрать. Мы посланники Божьи, дети разных матерей, но вера у нас одна. Бог один. И значит, никакого экстремизма, ненависти и вражды между народами, последователями различных религий не должно быть. В честь окончания поста в Уфе более 10 тысяч человек накормили пловом, поставив тем самым рекорд. Чтобы угостить всех пришедших, в этнопарке «Ватан» приготовили свыше 3 тонн горячего блюда. Надежда Бабкина привезла в Башкортостан песни России. Уже завтра народная артистка открывает в регионе музыкальный марафон, который стартует в Благовещенске, а завершится в Учелах. Между основными гастролями певица со своим коллективом выступит на открытии международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». Сегодня Надежда Бабкина наша съемочная группа встретила в Уфимском аэропорту. Очень хотелось побывать здесь, потому что я не была здесь 100 лет. Ровно столько, сколько существует образование Республики Башкортостан. И поэтому для меня это принципиально важно приехать сюда, поддержать эти торжества, которые в масштабе не только республики, но и в масштабе нашей многонациональной страны. Фестиваль «Сердце Евразии» стартует в Уфе в День города с 12 июня и продлится до 15 числа. Кроме Надежды Бабкиной, зрители ждут выступлений Алсу, а также рок-группы Би-2 и Пиццы. Вольер на дикую природу сменили моралы в Бурзянском районе. Теперь у 5 оленят началась самостоятельная жизнь на воле. Еще примерно полгода моралы не будут отходить далеко от деревни, постоянно возвращаясь домой и к людям, к которым они уже привыкли. Впрочем, как и лосиха Зита, выпускной на неделе состоялся и в Центре спасения диких животных «Куляшка». Еще в 2017-м 2 лосят совсем крохотными подобрали в Белебеевском районе и привезли на базу. Сестра Гита погибла от болезни, но вот вторая выросла и теперь будет привыкать к жизни на воле. Максим Окунев с подробностями. Обойдя 5-гектарный вольер пешком, для поисков Зиты в ход идет тяжелая артиллерия. Трактор охотничий инспектор использует, чтобы расчистить болото от веток. 2-летняя лосиха, видимо, чувствуя скорое выселение, прячется, но специалисты теснят животное к выходу. Она, выходи. Сейчас попробуй хлебом. Все. 5-месячную Зиту вместе с сестрой, которую назвали Гита, на базу «Куляшка» привезли в 2017-м. Ослабленных животных подобрали местные жители. Специалисты говорят, что детеныши лосей обычно остаются сиротами из-за хищников или родители бросают их, чувствуя чужой запах. Судьба малышей в таком случае бывает предрешена. Ругами потрогали, самка уже не подходит. Ну, всякие варианты есть. Может, от браконьеров. Браконьеры тоже не думают, что они родили, а что дети остаются. Для животных, находящихся в неволе, хлеб становится любимым лакомством. Обитатели вольера привыкают к распорядку и к ручному кормлению. Но с сегодняшнего дня Зите нужно будет научиться полагаться на себя при поиске пищи и защите от хищников.
Но даже под чутким контролем инспекторов базы на сбалансированном питании болезней бывает не избежать. Гита умерла от воспаления легких, а вот Зита выжила и уже может иметь свое потомство. Воля нужна для того, чтобы это произошло в естественных условиях. Тем более в лесах Кушнаренковского района у Зиты много сородичей, а хищников практически нет. Здесь у нее никакой опасности нету. Здесь у нас таких волков нету, медведей нету. Так что ее никто здесь не обидит. Сейчас в Куляшке остаются еще 18 диких кабанов и самец морала, тоже половозрелого возраста. Его сотрудники базы собираются отвезти подальше, где лес более густой и где меньше влаги. Что касается Зиты, то пока лосиха вряд ли потеряется. Специалисты уверены, что, привыкнув к домашнему рациону, животное еще долго будет адаптироваться к свободной жизни на воле. Максим Окунев, Ильнур Ямагулов, Газис Валитов. Итоги недели. Кушнаренковский район. Сегодня в Уфе и еще 3 городах мира завершился второй тур Лиги наций по волейболу. На этот раз конкуренцию россиянам составили итальянцы, американцы и португальцы. Если сборные США и Италии привлекали болельщиков как гранды мирового волейбола, то Португалия представлялась темной лошадкой, для которой само участие уже серьезный успех. Столица Башкортостана второй год подряд принимала международные соревнования. Игры прошли также на Уфа-арене. И восьмитысячник был практически заполнен на всех вечерних матчах с участием сборной России. А вот субботний поединок с США стал рекордным по посещаемости турнира в нашей стране. О волейбольных выходных расскажет Роза Хабибуллина. Самый непредсказуемый поединок организаторы отложили на воскресенье. Россия против Италии. Оба соперника приехали в Уфу с одним поражением в багаже. Организация, условия проведения и, конечно, посещаемость, интерес болельщиков стали ключевыми факторами для возвращения в Уфу Лиги наций. Турнир оставляет очень хорошее впечатление по организации. Это отмечают и наши международные коллеги, и Всероссийская федерация волейбола. Большой благодарностью отмечает город Уфу, руководство и республики, и города, и всех, кто здесь работает, особенно зрителей. Такая душевная атмосфера, искренний зритель, благодарный. И нашим ребятам, наверное, очень приятно и легче играть в таких условиях. Означает ли это, что на следующий год Лига наций вернется в Уфу? Ну, вполне реально. Почему? От добра добра не ищут, как говорится. Уфа – единственный город страны, который принимал мужскую Лигу наций, поэтому в столицу республики приехали болельщики из разных городов. Мы приехали из Ростова-на-Дону, и я приехала поддержать свою любимую сборную России и посмотреть, как играют другие, потому что у нас в Ростове-на-Дону нет матчей. Пришлось отпроситься на один день с работы. Начальник пошел навстречу, так как сам со спортом дружит, и сказал, на такое событие отпущу без проблем. Хороший эмоциональный зал, хороший болельщик. Очень приятно в таком зале и играть было прошлый год, и находиться в этом году. То, что я хотел увидеть, я увидел, что сборная России начинает набирать обороты, начинает прогрессировать. Я думаю, что в Уфе у нас есть хороший шанс выиграть 3 игры. И россияне этим шансом воспользовались, начав победные выходные в пятницу, обыграв Португалию. Удивлены, как же так, но на нас пришло так много народу, и каждый момент мы чувствовали их поддержку. Они все были так активны, их ведущий заводил, они реагировали очень хорошо на все игровые моменты, поэтому это огромное удовольствие было сегодня играть. Еще на предтурнирной пресс-конференции португальцы признали, что само участие в Лиге наций для них уже успех, ведь пока приходится выдерживать конкуренцию даже у себя на родине. Волейбол – мой любимый вид спорта, моя работа и моя жизнь. Но так получилось, что я живу в стране, где футбол считается национальной игрой. Это сложно для нас, но мы пытаемся исправить ситуацию и сделать волейбол популярнее. В игре с США россиянам пришлось посложнее, но и эти вопросы удалось решить. Не смог помочь американцам впервые вышедший в этом сезоне в Лиге наций Мика Кристенсен. Не приходится рассчитывать пока и на Мэтта Андерсона, который только начал тренироваться. 3-1 победа россиян над США, но, кажется, у гостей настроение все равно не испортилось. Впечатления от Уфы только положительные. Приятный город, добрые люди, хороший отель, изумительный зал, шикарная атмосфера. В Уфу приехали не только волейболисты из 4 стран. Матчи обслуживали судьи из Франции, Испании, Греции и России. На игре одновременно задействованы 4. Также по периметру арены работают статисты, плюс система видеоповторов.
Волейбольные игры в столице Башкортостана видели по всему миру. Организацией трансляции занимается правообладатель на показ матчей Лиги наций американское медиаагентство AMG. Здесь, в Уфе, они работали совместно с уфимским филиалом Матч ТВ. Но куда интереснее смотреть волейбольные матчи на Уфа-арене. Тем более, когда Россия показывает стопроцентный результат. В воскресенье команда Туомаса Саммелво обыграла итальянцев 3-0. Вернется ли в Уфу через год Лига наций, пока еще непонятно, но точно известно, что столица Башкортостана примет матчи чемпионата мира по волейболу в 2022. И, как показывает опыт, недостатков в болельщиках на трибунах не будет. Спасибо огромное. Роза Хабибулина, Александр Усманов, Татьяна Анджа, Шамиль Каримов и Равшан Артыков. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь на канале БСТ и будьте всегда в курсе последних новостей. До свидания.